Известно, что Юля долго жила в Афганистане, даже написала об этом книгу. Книга интереснейшая, очень рекомендую. Называется «10 лет в Афганистане», кажется, да? «10 лет на Востоке» или «Записка русской в Афганистане». Да. Юлия Митенкова. Да. То есть она есть в интернете, есть аудиоверсия. В Ютубе. В Ютубе, да. Совершенно уникальный опыт, потому что лично пережито. Мне особенно запомнилось, конечно, когда ты со своей охраной ехала и начала фотографировать американских солдат, и как он вскинул оружие. Это было, конечно, нет. Ну, там много всего интересного. Когда говоришь о другой стране, ну, даже там, прожив месяц, два, там сколько-то, трудно увидеть те нюансы, те особенности жизни страны, которые знает человек, который там жил годы. Вот. А сейчас особенно, когда к власти пришли талибы, то есть много чего говорят, много всяких страшилок, особенно со стороны западной прессы. Что сейчас вот там? Вот, то есть Юля сейчас, она непосредственно общается с афганцами, постоянно, регулярно, и даже бываешь там, кажется, да? Да, я с ними общаюсь в Москве больше. Ну да, ну то есть из первых рук узнать, что, собственно, произошло. Вот год талибы правят, да? Уже два. Уже. О, как время прилетело, да. Первый, конечно, вопрос. Ну, так ли страшен талиб, как его малюют? В Европу афганские беженцы бегут, это факт. Но, во-первых, от чего они бегут? Вот. Ну и что все-таки вот в самом Афганистане происходит? Прежде всего, хотелось пару слов сказать, откуда талибы появились. Это был 94 год, и я тогда только вышла замуж за афганца. Муж у меня был сын вице-президента Афганистана. И, соответственно, Дари на тот момент я не знала. И когда из Лондона приехали родственники мужа, то они постоянно повторяли слово «талиб». И я как лингвист, я услышала это «талиб», и когда они ушли, я спросила, что такое «талиб». На что мне муж сказал, что англичане в Пакистане в тренировочных лагерях организовали новую группировку под названием «Талибан», в переводе «студенты». И эта группировка нацелена на то, чтобы убрать зазнавшихся маджахедов, потому что маджахеды вышли из-под контроля Англии. То есть сначала они создали маджахедов, чтобы убрать просоветский режим доктора Наджибуллы, а затем, когда маджахеды захватили власть, то они перестали слушаться как бы свою мамочку, и за что была создана новая группировка теми же самыми лицами. Это был в основном Англия. Была создана группировка «Талибан». Соответственно, все, что мы сейчас видим, это дело рук Великобритании. Это чтобы как бы поставить точки над «и». И, соответственно, было два прихода. Это второй приход талибов к власти. Первый приход талибов к власти был совершенно ужасен. И вот я в своей книге описываю как раз 98 год, когда они захватили практически всю страну, за исключением Панjшера. И, соответственно, тогда среди талибов большинство было иностранцев. То есть каких стран? Пакистан, в основном Пакистан, Саудовская Аравия. То есть эти люди, они не знали афганского языка. То есть они говорили на пакистанском, урду, на арабских. Афганцев среди них была, грубо говоря, половина. Соответственно, эти люди зверски убили доктора Наджибуллу, потому что они были иностранцы. Для них Наджибулла был враг. Афганские талибы ни за что бы не убили доктора Наджибуллу, и все были потрясены вот этой ужасной казнью, когда его вытащили из представительства ООН и надругались над ним и повесили на кране. То есть это были совершенно другие талибы, нежели сейчас. Затем вот произошло. В 2001 году была инсценировка американцами, вот эти башни-близнецы, это дело их рук, и даже вот Трамп на днях это сказал, уже хотя бы он сказал. Нет, башни-близнецы в Америке это дело рук самих американцев. Трамп на днях, кстати, это сказал.
буквально несколько дней назад он на выборах в одном штате выиграл как бы по голосам и сказал, что я все про 11 сентября тоже скажу. То есть, как говорится, сколько шило в мешке не таи, все равно конец где-то будет. И, соответственно, произошел повод, под которым американцы вошли в Афганистан и, соответственно, поставили своего марионеточное правительство. Кстати, это люди там работали швейцарами в Вашингтоне, то есть их подбирали и ставили, в общем, как своих, как марионеток. И вот 20 лет у власти было проамериканское правительство до 2020 года. Им давались огромные деньги, огромные средства, которые предполагалось, что хотя бы часть они потратят на людей, на инфраструктуру, на строительство, но все разворовывалось просто на лету. То есть для сравнения можно... Ну и плюс наркотрафик перераспределился. Совершенно верно. Американцы завозили на своих военных самолетах химикаты в бутылках, потому что в Афганистане их не было. Там существовали вот эти... Плантации? Нет, не плантации, лаборатории. Лаборатории по созданию героина. В основном они принадлежали Хикматьяру. Гульбудин Хикматьяр – это вот такая жуткая личность. И американцы их производили и на своих же дипломатических военных самолетах, вывозили их в основном с подачи на Иран, чтобы уничтожить иранскую молодежь, Таджикистан, то есть все центроазиатские республики и Россию. То есть за 20 лет они подсадили на иглу молодежь неугодных стран. Уничтожили, чтобы на будущее, с одной стороны, они окупили свои военные расходы, а с другой стороны, они уничтожили молодежь Ирана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и России. Да. То есть вот что такое Америка. И на данный момент талибы уже, можно сказать, другие. Теперь мы уже имеем дело с афганскими талибами. Основная часть из них кандагарцы. Могилы их предков находятся в Кандагаре и в других пуштунских провинциях. То есть, несмотря на то, что они долгое время жили в Пакистане, и многие там родились, их дети, некоторые имеют пакистанское гражданство, но это афганцы. Это не то, как в первый раз, когда это было просто иностранцы. Поэтому сейчас талибы заботятся о своей стране. И, например, туннель Саланг, это построенный московскими метростроевцами тоннель, его длина 3,5 километра, ширина 6 метров и 3200 километров высота над уровнем моря. Вот этот тоннель талибы отремонтировали меньше, чем за 2 года. То есть, несмотря на то, что у них нет денег, несмотря на то, что они очень ограничены в средствах, они сделали то, что проамериканское афганское правительство не смогло сделать за 20 лет при таких огромных поступлениях. Ну, а то, что они обещали уничтожить все виды наркотиков, это как? Надо отдать должное. По сравнению с американским присутствием, количество наркотиков сократилось в энное количество раз. То есть то, что могут, они делают. Они физически сжигают вот эти плантации, маковые плантации. Естественно, никому не под силу полностью уничтожить вот эту мафию, потому что там настолько все серьезно, что им не под силу это. Но сколько они могут, они достойно сопротивляются, потому что наркотики считаются харам в исламе. Естественно. Такая ситуация. А положение женщины, девушки, образование, выход в общество, наличие паранджи обязательной. Что касается положения женщин, то здесь больше визга за границей, вне Афганистана. То есть среди мигрировавших, уехавших из страны диаспоры. Например, когда я жила в Афганистане, никаких талибов там не было.
Я также ходила в паранже, также ходила в хиджабе, а также ни в какие парки нас не пускали. И также как бы присутствие женщины, тем более в местах, где мужчины, очень даже не приветствовалось. Поэтому на данный момент... С другой стороны, да. судя по тому, что ты пишешь в книге, Да. у тебя была личная охрана, тебя всюду возили. Вот, ты организовывала там курсы учебные, одни, вторые, третьи, и, в общем, или это потому, что только у тебя было привилегированное положение? Да, потому что у нас была богатая семья. Ну, как говорится, богатые люди, они и в Афганистане богатые люди. Сейчас мы говорим про общий, средний уровень. То есть недавно мой знакомый 3 месяца провел в Афганистане. Он посещал разные провинции. При этом за 3 месяца не было никаких терактов. То есть он совершенно спокойно ездил везде. Он ездил просто в сопровождении знакомых афганцев. Он афганист, то есть он увлекается их культурой, языками, историей. То есть никто ему не мешал. Что касается женщин, я у него спросила, говорю, что там над ними так зверствует. Он сказал, говорит, да ничего подобного. Он сказал, что люди живут ежедневной бытовой жизнью. Единственная проблема, вот от которой у всех болит голова, это безработица и тяжелое экономическое положение. Все. Талибы занимаются своими делами, они активно заключают экономические договора с Катаром, с Россией, с Китаем. Да, то есть талибы делают деньги. Никто на этих женщин, по большому счету, сейчас не до женщин вообще, если честно. Ну, девочки до 6 класса ходят в школу спокойно, без ограничений. Языковые курсы для девочек открытые. А то, что в парке там женщин не пускают, то вот когда я была, без талибов тоже особо гуляний по паркам не наблюдалось. То есть, по большому счету, проблемы только экономические. Я хотел вернуться к ИГИЛ. Поначалу ведь мы знаем, что было несколько терактов, достаточно мощных, целая череда терактов. То есть, видимо, ИГИЛ требовал от талибов участвовать в их движении. Да? То есть их позиция в том, чтобы создать подобие, то есть, собственно, исламское государство Ирака или Леванта, да? То есть воссоздать некоторое подобие халифата. Видимо, талибы на это не пошли, но и сейчас, после этого были вот эти угрозы в виде терактов, а сейчас, видимо, как-то договорились. Ну, чтобы... При том, что очевидно, что они с ИГИЛом не сотрудничают. Как я эту ситуацию понимаю, ввиду того, что талибы сегодняшние это афганцы, то они поступили так же, как в свое время поступили маджахеды. Они также попрощались со своей мамочкой, то есть с Великобританией. И сказали, что все, вот мы в своей стране, мы на поле боя завоевали себе право быть здесь правящей партией, соответственно, вы нам больше не указ. И ничего нового, Великобритания и Израиль, но ИГИЛ это большей частью Израиль. То есть это на 80% это дело Израиля для того, чтобы мусульман скомпрометировать, для того, чтобы мусульман ненавидели, для того, чтобы вот имя ислама было опорочено. Это чистой воды дело Израиля. И, соответственно, плюс Великобритания, США и еще некоторые. Повторяется то же самое. То есть, как в свое время маджахедов послали на просоветский режим, потом талибов на маджахедов, то теперь ИГИЛ уже на талибов. То есть бабка за детку, детка за репку. В общем, ничего не меняется. Одна и та же идет история. Соответственно, и ИГИЛ делает то, что им говорит Израиль и Великобритания, а талибы говорят нет. Это наша родина, теперь мы ее будем восстанавливать. И вас мы спрашивать не будем. Но, естественно, это им не нравится. Вот и вся история. Хорошо, спасибо большое. Теперь немножко перейти к Ирану. Ко мне обращались с вопросами. Спрашивают о положении женщины. Скажем, положение женщины, положение семьи, строгость шариата. То есть, грубо говоря, это первая шариатская страна, да, которая завоевала от себя право.
которая, ну, в общем, первая из мусульманских стран, которые до этого были колониями европейских стран, подавляющее большинство, ну, перестала быть этой колонией и стала жить по законам шариата, но при том, что иранское положение особое в мусульманских странах, поскольку там шиизм. Если мы о суннизме говорим, что это, ну, грубо говоря, религия закона, да, то есть вот есть шариат, есть Коран и Сунна, ну, и люди исполняют это, да. В шиизме множество мистических течений, то есть, ну, во-первых, он сам априори мистический, да, аятолла – это не просто наследник Али, да, это его духовный преемник. Считается, шииты сами считают, что дух Али каким-то образом действует в аятолле, и таким образом аятолла, в отличие от суннитских правоведов, имеет право выпускать законы. То есть, если, скажем, для суннитских стран врата иджтихада, то есть толкование и возникновение какого-то нового мазхаба закрыты, то шииты в этом смысле свободны, и они могут много чего менять. Но опять-таки, страна под санкциями, страна в перманентной конфронтации с западными странами, которые пытаются диктовать свои условия. Вот, как страна в этих условиях живет, насколько это сложно, вот твой доклад на недавней конференции как раз касался этой сложности. Что касается Ирана, в Иране действительно уникальная политическая система правления. Это такое сочетание теократии с элементами демократии. То есть существует власть теократическая во главе с духовным лидером имамом Хаманаи и власть республиканская, то есть это Исламская республика. Ты же там регулярно бываешь, да? Да, да. 2 недели была там вот в октябре буквально последний раз. Иран, вот мы с тобой уже неоднократно обсуждали шиизм и православие, сравнивали, и действительно шииты гораздо более мобильные, гораздо более лучше понимают постулаты православия, вот, и почитание святых, и обращение к ним с ходатайством, изображают своего имама Али спокойно, и никаких у них с этим проблем нет, поэтому наши иконы они воспринимают очень спокойно. То есть шииты любят очень аскетические практики, поэтому наши монахи-аскеты им очень интересны. Они всегда спрашивают по четкам, сколько каких молитв читают наши монахи в монастырях. То есть шиитам очень интересно именно православие. Можно даже грубо сказать, что вот католическая система, она вот тоже очень близка к закону, как суннизм, а шииты, они вот аскеты, мистики, суфии, вот они ближе к православным. Поэтому гораздо легче в плане религии и диалога контактировать именно с шиитами. Что у них произошло? 45-я годовщина будет в этом году исламской революции, и, соответственно, 45 лет их душат санкциями. Я могу сказать, что если бы любую другую страну душили так, как их, то страна бы перестала существовать. Но у Ирана большие экономические проблемы на данный момент, но они отнюдь не перестали существовать, но развиваются очень активно. То есть нет той горы, где не была бы найдена тропинка в обход. Да. И, соответственно, они так наловчились в этом направлении, что санкции для них стали частью жизни. Мне один иранец сказал, говорит, вот сейчас отмени санкции, я, говорит, даже не знаю, как работать. Я, говорит, просто растеряюсь, потому что не привык, что можно работать классически, что можно работать без преград. Я, говорит, просто вот так вот сяду и буду думать, как же так жить-то, если мне не мешают жить. Соответственно, их выживаемость, их сопротивляемость восхищает. И вот сейчас российские коллеги в разных областях у иранцев спрашивают их опыт, как жить, потому что для нас это тоже стало теперь жизнью, я думаю, на долгие годы. И иранцы охотно делятся опытом, подсказывают, помогают. То есть они очень такая мудрая нация и помогают другим переживать тяжелые времена. Ну и положение женщин. То есть вот начиная с истории
вот этой девушки, да, которая оказалась в центре скандала. И что произошло в связи с этим? Да, ну, может быть, вот тезисы твоего доклада, поскольку там они у тебя проработаны. Какой был у нас 21 год, 20-й год, когда 22-летняя куртка Махса Амини шла по улице Тегерана. Вот у них такие платочки, как у меня. Вероятно, она его не одела. Ее остановила патруль ношения хиджабов. Это такие женщины, они ходят в чадре. Неоднократно они подходили ко мне, потому что я тоже много лет жила в Иране. Ну вот я говорю, как они подходили ко мне. Они подходили ко мне и просили: пожалуйста, уберите волосы, у вас видны волосы. Я убирала волосы, они уходили. То есть никто на меня не кричал, никто меня там никуда не тащил, не знаю, там не избивал меня. Каждый раз, когда подходят, ханум, вот они обращаются: ханум, пожалуйста, поправьте свой хиджаб. Я поправляю, и все, довольны, и мы расходимся. Поэтому что произошло в тот момент, я сказать не могу, как говорится, мы не видели. Естественно, все было очень раздуто теми силами, которые активно работают внутри Ирана, но появилось видео. Девушку увезли в специальное помещение для того, чтобы провести им воспитательную беседу. И по телевизору было показано видео, где ее действительно привезли в зал. В этом зале было, ну не соврать, 40, наверное, девушек. И ее привезли, и она пошла вот так вот по коридору. Все они стояли. Привезенные для воспитательных для воспитательных бесед. И вот она пошла по коридору, завернула налево, начала с кем-то говорить и начала падать. И упала, прямо это все было на видео снято. То есть никто на нее там не нападал, никто ее там не избивал. Как говорится, разбираться здесь бесполезно, это просто видео, которое я увидела. Но это было использовано силами, которые, еще раз повторюсь, работают внутри Ирана и хотят всячески насолить правящей теократической элите. Они использовали этот предлог, и начались массовые демонстрации. Причем участники этих демонстраций, вот, например, ввиду того, что я общаюсь с афганцами, там же много и афганцев живет, они мне рассказывали, что к нам подходили люди, давали нам деньги, предлагали нам деньги и говорили: вот ходи каждый день по тем адресам, которые мы тебе будем давать, и, соответственно, и в месяц ты будешь иметь хороший заработок. Но они клялись, что они так не делали, что мы не такое не пошли. Мы сказали: как вы смеете? В общем, никакое мы этим не воспользовались. Неважно, там они ходили, не ходили, но во всяком случае вот эта организация этих бархатных революций, она там прослеживалась довольно четко и довольно стандартно. То есть вот эта цепочка, там были организаторы, были спонсоры, в общем, все по классической схеме. Поэтому эта вся ситуация, она просто использована, искался повод был найден, и все разработано по стандартной схеме. Но все-таки оно возымело действие, насколько я понял, да, и вот последняя твоя поездка, просто что изменилось с тех пор? Действительно, она возымела действие, потому что когда вот организаторы бархатных революций ищут момент, когда можно начинать, они используют текущие старые хронические проблемы в обществе. В каждом государстве они свои. И накладывают на нее вот этот толчок, и потом раскручивают эту бархатную революцию. Соответственно, действительно, они смогли раскрутить женщин. И вот в последний раз, когда я была, действительно, практически хиджаб перестали носить, если называть уже своими вещи именами. На что я пыталась спросить иранок, я говорю: ну ладно, раз уж вы хиджаб не хотите носить, тогда и вы хотите жить как западные женщины, давайте это до конца идите, то есть работайте так же, как и мы, с 9 до 6 каждый день, выплачиваете кредит. А женщина в Иране не работает? Там мужчина обязан содержать семью сам. То есть, если жена и работает, то она работает до 2 часов, то еще каким-то 2 раза в неделю, и то только потому, что ей просто скучно дома. Да, а мужчина, Я думаю, европейские феминистки могут позавидовать. Вообще, честно говоря, в Иране нет никакого
притеснение женщин. Если притеснение есть, то это скорее мужчин. Если... В чем? Нет, ну я, конечно, шучу. Я к тому, что женщины очень властные, и мужья их очень боятся. Поэтому, если кого и стоит пожалеть, то это скорее иранских мужчин. Мне в качестве слуха говорили, что иранская женщина практически не может себе оформить загранпаспорт. Ну просто вот мы лично с тобой переписывались с богословами, с женщинами из Кума. Да. Они же ездят постоянно, вот, и какие-то другие. Но это все какие-то сказки, мифы, которых и об Иране, и об Афганистане немыслимое количество. Я говорю, что вот те права, которые есть у иранских женщин, российским женщинам даже не снились. Особенно при разводе, особенно при делении имущества, например, брачный подарок. Вот это талак действует? Нет, конечно. Какой талак? Я напомню просто по шариату, ну, если мужчина трижды произнес слово развод, да, ну, формально он может развестись. Вот, просто, ну, в некоторых странах это действует, но далеко не все мужчины этим пользуются. А что здесь? Здесь при... Какой повод для развода? При замужестве девушка устанавливает мехрие, то есть брачный подарок. Это большая сумма в золотых монетах. Золотые монеты бахаре такие из иранского золота. Каждая невеста договаривается с семьей жениха о количестве монет. И если будет развод, то вот всю эту огромную сумму, которой хватит и на квартиру, и еще на все остальное, муж будет обязан выплатить жене. Вернуть. И вернуть жене, да. И имущество, которое нажито непосильным трудом мужа, будет поделено не в его пользу далеко. То есть он при разводе остается буквально вот в одних, извиняюсь, кальсонах и довольно и уходит. Дети. Все детям и жене. Поэтому защищенность женщины в иранском обществе просто вот иногда вызывает у меня такую белую зависть. Потому что женщина там, государство о них заботится очень серьезно, и никогда не найдешь женщину, которая была бы брошена, и о которой бы не заботились, и она бы не была обеспечена материально. Ну, а вот все-таки хитрый иранский ход по поводу фиктивного брака. Временный брак? Ну да. Временный брак в основном используется женщинами 40-45+, разведенными, у которых уже от предыдущих браков 2-3 детей. Они это используют как заработок, потому что, как они говорят, нам на что-то надо кормить детей. Они-то разведенные. И, соответственно, эти мужчины заключают с ними официальный брак на ограниченное количество времени, вносят 100% предоплату, то есть там никаких, все очень строго, то есть мулла шариатский отслеживает, чтобы женщину не обидели, и, соответственно, оба остаются при своих интересах в хорошем настроении, что называется. Что касается строгости шариатских законов, например, меня потрясла история, когда мужчину, который был приговорен к смертной казни за убийство, отсидел 8, кажется, лет, мать убитого буквально сняла с виселицы. То есть, если родственники убитого тобой человека тебя прощают, то законодательно ты тоже освобождаешься от наказания. Это в Иране было? Да, лет 8 назад это была ситуация, я был потрясен совершенно. То есть, вот тем, где еще в стране, в какой еще стране есть такие законы. Ну и кроме того, это все-таки отсрочка от исполнения смертного приговора 8-летней, это тоже достаточно много. Честно говоря, не слышала, но это, я думаю, тоже связано с шариатскими вещами, потому что у них суд идет шариатский. Наверняка это связано вот с этим именно. Образование. Ну, насколько я помню, как мы общались с этими женщинами из Кума, это блестящее образование. Это не просто хорошее образование, это блестящее образование университетское с тонкостями знания и европейской культуры, и богословия.
Да, что касается образования, то здесь иранцы, и мужчины, и женщины посвящают этому возраст чуть ли не до 40 лет. Вот многие, ну я имею в виду, конечно, городских жителей, то есть вот им уже под 40 лет, а они все магистратура, аспирантуры, ординатуры, то есть они все учатся, учатся и учатся. Причем естественные науки, в основном математика, химия у иранцев одна из первых в мире. И интересно, что в Иране не существует шпаргалок, потому что я там лично училась почти 3 года, и я вот себе как шпаргалки, ну, у меня же тоже как бы навыки остались. Они что даже не... ты заканчивала в Москве? В Москве я училась в Иньязе, а там я училась в коммерческом институте. Ну и тоже по привычке себе шпаргалок наготовила. Я была единственная, и меня не поняли, что это. То есть мне было стыдно. То есть там невозможно подкупить преподавателей, там невозможно купить диплом вообще. И списать невозможно, и шпаргалки невозможно. Качество обучения очень высокое. Поэтому и мужчины, и женщины, те, кто хотят. Естественно, если женщина не хочет, то она не будет учиться. Но это у нас не. Но если она пошла, то они очень умная нация. Да. Спасибо, да, спасибо, это, конечно. Но Восток вообще известен тем, что огромные куски текста и вообще материала заучиваются. То есть это вот традиция, которая была во всем Средиземноморье в давние времена, Восток ее сохранил. Ну и в этом смысле, конечно, когда европеец попадает в восточное учебное заведение, ну я больше богословский, конечно, знаю, вот, это, конечно, это самое сложное, вот, заучивать огромные объемы текста. Про объемы текста могу сказать, что я была лично свидетелем заучивания наизусть Корана. К нам домой приходила несколько раз в неделю преподаватель по Корану. Женщина. Преподаватель по Корану женщина. Это уже в Афганистане? Нет, это в Мешхеде. В Мешхеде в Иране. Она приходила несколько раз в неделю, причем она была молодая, ей было лет там 35. Вот такая. С нашей стороны было 5 мальчишек. Возраст от 9 лет до 13-14, вот так вот. Она их сажала перед собой. У них на ковре стояли вот такие подставки под Коран, ставились Коран. И в день по отрывку они начинали заучивать. При этом она смотрела им в глаза. И вот как будто она им это внушала, то есть вот как будто какое использование гипноза было. И они вот так всемерно покачивались, и за ней повторяли, прямо ей в глаза смотрели, повторяли отрывок из Корана. И вот так длилось полчаса. После этого она им говорила: встаньте и бегать вокруг дома, потому что дети, они не могут долго сидеть. И вот они носятся, прибегают все потные, вот прибегают, и опять вот такой сеанс им давала. Ну, и я там тоже рядом сидела. Но с ними не бегала. Спасибо большое. Просто действительно это совершенно особый мир, который для нас все-таки далек. И знать из первых рук вот о таких подробностях, это, конечно, дорогого стоит. Спасибо огромное. Очень рада. Спасибо вам.